الله أكبر الله أكبر. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Уважаемый джамаат, я еще раз всех вас поздравляю от души с этим праздничным днем, с праздником Курбан-Байрама, днем жертвоприношения ради Аллаха, приближения к Аллаху, очищения от грехов. Хадисе пророка, алейхиссалату вассалам, который приводится от Али, радийаллаху анху, упоминается, что посланник Аллаха сказал: «Ман хараджа мин байтихи иля шира'ил удхия, кана лаху бикулли хатватин 10 хасанат, ва мухия анху 10 сайиат, ва руфи'a лаху 10 дараджат». Когда человек выходит из дома, чтобы пойти и купить, барашку, курбан, то ему, говорит, за каждый шаг, который он взял, направляясь на рынок купить барашку, Аллах, говорит, ему уже записывает 10 благих деяний, смывает 10 грехов, поднимает 10 дараджат. За каждый шаг, который ты взял на рынок, чтобы купить курбан. А когда, говорит, «Ида такаллама фи шира'iха кана каламуху тасбиха». А когда, говорит, разговаривает с продавцом по поводу, курбана, его, говорит, разговор с этим продавцом засчитывается, как будто бы он делал тасбих Аллаху. وَإِذَا نَقَدَ ثَمَنَهَا كَانَ لَهُ بِدِرْهَمٍ 700 حَسَنَةٍ. И когда, говорит, он будет отсчитывать, считать деньги, чтобы заплатить, за каждый дирхам Аллах, говорит, ему даст воздаяние 700 дирхамов. Как будто бы он, один дирхам, будет возвеличиваться 700 раз возле Аллаха. Как 700 благих деяний, говорит, будет записано. وَإِذَا طَرَحَهَا عَلَى الْأَرْضِ يُرِيدُ ذَبْحَهَا. И когда, говорит, он уложит на землю курбан, чтобы порезать ее, إِسْتَغْفَرَ لَهُ كُلُّ خَلْقٍ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى الْأَرْضِ السَّابِعَةِ. Когда, говорит, уложит барашку, корову для курбана, то до 7-го слоя земли, эта вся земля будет, говорит, просить прощения грехам тех людей, того человека, который, говорит, режет его на курбан. وَإِذَا أُحْرِقَ دَمُهَا. И когда, пойдет, кровь этого курбана, خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا 10 مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. А когда, говорит, порежет курбан, каждая капля крови, из нее, говорит, Аллах сотворяет ангелов, и эти ангелы будут, говорит, просить прощения твоим грехам до судного дня. وَإِذَا قَسَمَ لَحْمَهَا. А когда, говорит, будет распределять мясо этого курбана, كَانَ لَهُ بِكُلِّ لُقْمَةٍ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَعِيلَ عليه السلام. А за каждый кусочек мяса, который ты отправляешь к людям, как на садака, за это, говорит, Аллах тебе, говорит, запишет воздаяние, как будто бы ты с таким количеством мяса, освободил такое количество людей от рабства из сынов пророка Исмаиля, алейхиссалам. 20 человекам отдал садака, получится, как будто ты 20 человек освободил от рабства. Дай Аллах, чтобы наш курбан был принят Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Бисмиллахи рахмани рахим, иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Воистину, говорит, Аллах принимает благие деяния у богобоязненных. Имеется в виду только богобоязненность, если у человека есть таква, у богобоязливого, говорит, принимается их хорошие амалы. Дай Аллах, чтобы мы были из числа этих людей, и чтобы наши курбаны были приняты Всевышним Аллахом. Ахмад ибн Исхак, большой алим, большой известный человек, он рассказывает: у меня, говорит, был брат. Он, говорит, был, не так уж состоятельным, несмотря на то, что у него не было состояния и не было иногда возможности порезать курбан, он, говорит, ни один год, говорит, курбан не пропускал. Каждый год
хоть хватает, не хватает, даже в долг лез, говорит, но курбан, говорит, резал каждый год. А когда, говорит, он скончался, я, говорит, совершил 2 раката намаза. После намаза, говорит, я сделал дуа, сказал, говорит, я Аллах, покажи мне во сне моего брата, который умер. Покажи мне его хал, в котором он находится, о Аллах. Вот так 2 намаза, говорит, совершил, 2 раката намаза. После намаза, говорит, сделал дуа. Лег, говорит, спать. И я, говорит, увидел, говорит, во сне, как будто бы наступил судный день. И все люди уже поднялись с могилы, собрались на Арасате. И я, говорит, смотрю, это время мой брат сидит, говорит, верхом на лошади. И между ним, то есть перед ним, огромный табун лошадей. Я, говорит, спросил, о мой брат, как Аллах поступил с тобой? Что Аллах сделал с тебе? Какое у тебя состояние? Он, говорит, сказал, Аллах, говорит, мне простил мои грехи. Я, говорит, спросил у брата, по какой причине Аллах простил твои грехи? Он, говорит, сказал, однажды, говорит, была бедная старая женщина. Я, говорит, ей отдал, говорит, несколько дирхамов садака. Именно вот этот амал, говорит, меня спас. Из-за этого амала, говорит, который я однажды помог старой пожилой женщине, отдал ей несколько дирхамов, из-за этого амала, говорит, Аллах меня спас. Затем я, говорит, спросил, о мой брат, а что за лошади, которые, значит, табун лошадей перед тобой? Он, говорит, сказал, «Захая фид дунья, аллати аркабуха авваля удхияти». Тот табун, который, говорит, ты видишь передо мной, это мои урбаны, которые, говорит, я резал на земле. А та лошадь, говорит, которой я сижу, это, говорит, мой самый первый курбан, который, говорит, я порезал. А сейчас, куда ты направляешься, я спросил, говорит, у него. Он, говорит, сказал, «Иляль джаннати фахаба ан басари». Он, говорит, сказал, я направляюсь в рай. И он, говорит, скрылся с моего, значит, от моего взгляда, взоров, говорит, он скрылся, ушел, говорит, сказал, я направляюсь в рай. Поэтому, дорогие мои братья, без всякого сомнения, все животные, которые есть на земле, когда наступает судный день, для коров, верблюдов, животные, рыбы и так далее, для них нету ни рая, для них нету ни ада. Аллах это все сотворил ради маслахата человека, во благо человека. Значит, домашних животных Аллах подчинил человеку. Если бы Аллах бы их не подчинил, никто не смог бы их обуздать, остановить, удержать. Аллах их подчинил, сделал покорными для нас. И эти все животные, дорогие мои братья, завтра судный день, если одно животное сделало зулму другому, рогатый баран бодал безрогую, Аллах заставляет друг друга бодать заново. Один другого укусил и заставляет его укусить его. Аллах между ними делает адлу, кисас, возмездие. Когда между ними Аллах сделает между животными кисас, возмездие друг от друга, то, что если один другому зулму делал, ему он получает тот же самый ответ. Потом Аллаху Та'ала обращается к животным и говорит, «Куни тураба», превращайтесь в землю. Этот день все животные превращаются в землю. Но упоминается, дорогие мои братья, те курбаны, которые мусульмане режут на курбан байрам, эти животные, именно те животные, которые в землю превращаются, а заходят в рай. Эти курбаны, животные, которые заходят в рай. Эти животные, на которых человек будет перемещаться по Арасату. Будет на этих курбанах, как быстрая молния, и, иншаллах, будет проходить через мост Сират. Приводится от Анаса и от Али, разияллаху анхума, аннахума каля, оба, говорит, сказали, что посланник Аллаха, говорил, «Иза хушира аль-му'минуна мин кубурихим, якулу Аллаху Та'аля, я малаикати, ла тумшу ибади раджилин, баль аркибухум аля наджаибихим». Когда, говорит, му'мины, уверовавшие Аллаха мусульмане, поднимутся с своих могил, станут с своих могил, Аллах Азза ва Джалля обращается к
ангелам и говорит: о мои ангелы, вы моих праведных рабов пешком по Арасату не ведите. Пусть они пешком не идут. Дайте им лошадь садиться, говорит Аллах ангелам. فَإِنَّهُمْ إِعْتَادُوا الرُّكُوبَ فِي الدُّنْيَا. Потому что, говорит, мои рабы, они, говорит, привыкли, говорит, на чем-то сидеть в этом дунья. Первым местом, где они, говорит, сидели, находились, на котором они перемещались, самым первым, говорит, стали хребет ихних отцов. Вот это зарра, люди, которые должны появиться на свет, они где хранятся? Они хранятся, значит, в утробе, значит, хребте мужчины. Там держится эта зарра. Потом он уходит на свет. Первыми, говорит, для них спины, значит, отцов были, говорит, значит, для них верховыми животными. Затем, говорит, их зарра перемещается, говорит, к матери, и мать, говорит, значит, становится, говорит, для них местом, на котором, говорит, они перемещаются. Затем, говорит, они рождаются на свет, и, значит, и отец, говорит, значит, несет их на руках. Они чуть-чуть взрослеют, отец, говорит, их сажает на свои плечи. Когда они вырастают, они, говорит, садятся на лошадей. Мои праведные рабы, говорит, дунья привыкли, говорит, на чем-то сидеть. Сегодня моих праведных рабов, му'минов, не заставляйте, говорит, ходить пешком. Посадите их на их, значит, лошадей, скажет, говорит, Аллах Азза ва Джалля. И этому доказательство аят Корана, где Аллах Азза ва Джалля говорит: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. Этот день, судный день, такой день, говорит Аллах, когда мы будем воскрешать богобоязненных к Аллаху вафда, сидя верхом на чем-то. Му'мины завтра, судный день, будут сидя на чем-то. А грешников, говорит, мы будем вести пешком к аду, по отдельности, вот так, говорит, пешком, говорит, будут ходить грешники в ад, а му'мины, говорит, будут сидеть верхом, иншаллах. Поэтому, дорогие мои братья, как, значит, я отмечал, ранее говорил, Курбан является для нас очищением от грехов. Курбан является для нас защитой от несчастий, балаха, бедствий. Когда человек, говорит, имам Ша'рани, рахимахуллах, говорит, когда, говорит, вы факирам отдаете, говорит, садака, ты, говорит, себя не считай, говорит, выше, а его ниже. Наоборот, говорит, ты должен ему быть благодарным за то, что этот факир, взяв у тебя этот садака, тебя защищает от балаха. Наоборот, говорит, ты ему баракалла должен сказать, наоборот, еще что-то должен ему подарить, потому что если бы он твой садака не взял бы, ты от балаха, говорит, не защитился бы. За то, что, говорит, факиры, когда им попадает твой садака, твой курбан, за это, говорит, Аллах тебя защищает. Поэтому, говорит, ты себя выше, говорит, не став, других ниже, говорит, не став, говорит имам Ша'рани. Наоборот, говорит, ты должен, говорит, видеть почет этих факиров, которые тебя, взяв твой курбан, избавляют, спасают тебя от несчастья, балаха, бедствий, болезней. Дай Аллах нам тауфик, дорогие братья, чтобы, значит, Всевышний Аллах дал нам всем возможность порезать курбан. Все, кто уже успели порезать курбан, я прошу Аллаха, чтобы наши курбаны были приняты, как Аллах принял курбан пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как Аллах принял курбан пророка Ибрахима, алейхиссалам. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.